1 июня, в День защиты детей, в Сухуме торжественно открыли мини-футбольное поле. Уникальность спортивной площадки в том, что она покрыта натуральным газоном. Пожалуй, это единственное футбольное поле, аналогов которому нет в республике. А выполнил сложную работу наш соотечественник, бывший футболист и тренер Виктор Цулукия, который сам себя называет хранителем травы. По-английски, если говорить, greenkeepers – это хранитель травы, как бы, да. Эту профессию я, конечно, на эту профессию не учился. Так вот, я, так как футболист, бывший и тренер, на хороших полях всегда хотелось играть. У нас и не было в наше время тоже, и сейчас также поля такие же остаются у нас. Еще в советское время, когда на республиканском стадионе блистала команда «Динамо Сухум», Виктор Цулукия работал там главным агрономом и обслуживал поле. А уже после войны он уехал в Москву и поступил в высшую школу тренеров. Но по профессии ему не удалось поработать. После учебы его пригласили на работу в клуб «Спартак» озеленять поле. А затем ему удалось поработать на футбольном стадионе «Арена ЦСКА». А уже в 2003 году ему предложили работу в городе Казань, от которой он не отказался и надолго задержался в этом городе. Рубин, Казань, центральное поле обслуживал. И на моем поле играл Барселона, Лигу чемпионов принимал. Месси на моем поле играл, и довольные были очень. Это Лига чемпионов проводилась, Казань, Рубин участвовал в Лиге чемпионов. 4 команды как раз были. Ну и как Месси на вашем поле доволен? Месси, да, доволен. Остался, еще по плечу похлопал за хорошее поле, большой палец показал. Но не то, что Месси, мне прислали из УЕФА благодарственное письмо за хорошую подготовку поля. Из 32 полей наше поле Казанское, тогда наше называю, признали лучшим. Это письмо тоже есть. Хотя такое поле, то есть письмо никто и не получал, и в России никто, и в Казани никто не имеет такое. Но мы хорошо, моя бригада там сработала хорошо. В 2017 году, когда Олимпийский стадион Фишт перестраивали к чемпионату мира по футболу, Виктора специально пригласили для благоустройства объекта. Первый матч Бельгия-Россия прошел в Фиште. Все футболисты были довольны моей работой, вспоминает он. В 2017 году восстановить, они готовили Фишт к открытию. И открытие я это поле подготовил, еще 3 тренировочных полей было сделано в Адлере. А в 2018 году в самом Сочи базировалось, бразильцы там базировались. 2 поля я им там сделал, они довольны были, тренировки проходили там. Когда открытие было, тоже очень всем понравилось это поле. Была объявлена благодарность от вице-губернатора Краснодарского края за такую подготовку поля. Мне объявил Далуда, его фамилия была, вице-губернатор. Виктора Цулукия считают мастером своего дела. По его словам, для футбольных полей используют несколько сортов многолетней травы. Подбирают тип растений с учетом особенностей климата. Трава, которую используют на европейских площадках, может абсолютно не годиться для футбольного поля в холодных городах. Со временем трава вырастает, поэтому натуральное покрытие приходится периодически косить. Сколько работал в России, делая российские поля, думал о своей родине, сделать такие поля же здесь. Это Гиви Чимагу, благодаря тому, что он построил, спасибо ему. Такие поля бы, конечно, хотелось бы везде. Да, есть такие детские поля, но они все искусственные. Натуральное поле только здесь, больше нигде нету. И мне также хотелось показать, помочь детям, чтобы натуральное было здесь. И Гиви дал возможность это осуществить.
И благодаря его мы сегодня имеем натуральное поле, где дети будут играть. Хотя это маленькое поле, но мы его сделали. Можно уже увидели, что можно у нас выращивать натуральные поля. И также хотелось бы большие поля, чтобы сделать чемпионат Абхазии, чтобы проводилось на хороших полях. Возможность поработать на родине предоставилась тренеру благодаря бизнесмену Гивича Маго, который на безвозмездной основе построил детскую спортивную площадку и подарил горожанам. Мини-футбольное поле решили покрыть натуральным газоном. Над выполнением заказа Виктор работал с декабря месяца. На площадке засыпали 5 КАМАЗов необходимого грунта, специально из Москвы привезли и посеяли 50 килограмм семян голландской травы и вырастили на месте. В общей сложности на строительство объекта было потрачено более 4 миллионов рублей. За зиму мы это все вырастили, и теперь уход нужен. Косить, поливать. Да, здесь засеял, да? Здесь мы вырастили. А какой уход нужен? Это дорого все? И... Ну да, сейчас что недорого, сейчас все дорого, и семена, и удобрения, и чернозем досыпать надо. Каждые 2 дня мы его косим. Видите, трава зеленая должна быть. Такая жесткая. Как часто нужно ее поливать и что? Поливать тоже надо через день надо поливать. Один день не посмотреть за поле, может и сгореть, желтое появится. Вот это вот желтизна? Да, желтизна, она и... воды не хватает. Да, воды не было. Мы удобрения дали, вроде дали, полили, но не хватило. Дождя не было, воду закрыли, пришлось и пожарку вызывать. Пожарным поливали 3 дня подряд. В 5 часов утра это я скосил, убрал, и дети тренировались, бегали здесь. По сравнению с теми объемами, которые он выполнял за рубежом, укладывать мини-поле для него было совсем несложно. Я с удовольствием делаю ради детишек. Главное, чтобы им было комфортно и безопасно, отмечает он. Дать надо вот такие поля, они будут бегать. И босиком, первый раз, когда зашли, они босиком только бегали здесь. Сняли сразу обувь и босиком бегали. И сейчас каждый вечер вот здесь открыто, дети бегают. И в дальнейшем мы хотим тренировочный процесс, чтобы проходил здесь, дети тренировались. На стадионе «Динамо» там... На Динамовском поле, там искусственное, да, искусственное это нужно для города. Спасибо Анквабу, что это поле сделано для детей, потому что там нагрузка большая, а большую нагрузку такую на натуральном поле никак невозможно. А поэтому там очень хорошо дети тренируются. Теперь бы хотелось бы наши поля остальные, чтобы натуральным сделать, чтобы дети играли на натуральном поле. Все-таки мы живем в субтропиках. Хотя я в Казани выращивал траву, холодно было, но на траве, на натуральных полях играют. А у нас нету. Ну, хотелось бы, чтобы это было скорее, и наши дети играли на натуральных полях. Зачастую натуральный газон выращивают на специальных фермах, а не на игровых площадках. Когда покрытие готово к укладке, нарезают кусками, скатывают в рулоны и разворачивают на футбольном поле. После монтажа на траву наносят разметку, а для маленькой площадки обычно на месте выращивают травяной покров. Надо отметить, что значимые матчи, в числе которых чемпионаты мира по футболу, проводят на полях с натуральным газоном. Поэтому многие спортсмены говорят о так называемых привычных ощущениях. Не нужно долго разминаться, привыкая к покрытию перед игрой. Еще один плюс натурального покрытия – мягкость. Натуральная трава намного мягче искусственной. Конечно же, за ней нужен уход, и самое главное в этом деле – поливочная система. Здесь поливочная, да, поливочная. Сейчас доведут до угла, а потом уже сюда поливочную систему сделают. Тогда будет газон везде зеленый. А осенью она будет еще лучше, к осени. Потому что она уже дожди и так не горит поле. Даже без полива получше будет. Вот результат, то, что мы сделали зимой, когда дожди были, хорошее поле было, все зеленое.
А сейчас нехватка воды, вот результат тоже. Как может быть без воды, без ухода как бы. Ну, если воды нету, полива нету, это все портится. Косилка травосборником косится. И на уровень там 3 сантиметра, 4. Вы это сами сейчас все Да, делаете, да, сам. Да, полгода я уже вот сам занимаюсь этим. Вам за это деньги, Нет. зарплата есть? Нет, я ничего не получаю за это. Никто, кто мне должен платить. Спасибо Гиви, что он дал возможность показать свой труд, что мы можем вырасти траву. Вот только лишь. Виктор Цулукия мечтает уложить натуральный газон на республиканском стадионе. Конечно, для этого там необходимо провести капитальный ремонт, проложить дренажную систему и высадить качественные семена, чтобы взросла красивая трава. «Надеюсь, когда-нибудь мне удастся осуществить свою мечту», — говорит он. Идей у него много. Сегодня он является смотрителем данного объекта, ухаживает за полем, вовремя косит траву, поливает, и все совершенно бесплатно. Работает практически без выходных. В скором времени планирует заняться тренерской деятельностью. В одном городе я не видел чемпионат. Я смотрю, чтобы хорошая трава была, чтобы дети играли в одно касание, мяч катился. Мяч катится только по траве, а не по земле. Когда трава, тогда катится. Ну, тогда они могут играть, свое мастерство покажут. Дети у нас очень хорошие, могут играть в футбол, техничные. А технику может показать только на хорошем ровном поле, на травяном особенно. Это показывает. Ну, вообще есть вот, талантливые дети? Вот, Очень талантливые у нас. Что нужно для их У нас по развития? природе Абхазия талантливые, всегда были футболисты. И сейчас тоже я вот вижу много детей, хороших детей, талантливых. Для этого нужно вот таких полей много, и детских, и маленьких. Детские поля и большие поля, натуральные, чтобы были. Тогда техника у них будет на высшем уровне. Вот здесь вот сделано было вот это все каркас, но не было скамеек, этих пластмасс. Когда министр спорта пришел сюда, увидел траву, похвалил нас, и он увидел, что нету скамеек, он нам подарил 40 штук этих пластиковых сидений. Вот видите, как украсил сразу. Да, зато вид изменился. Да, сразу изменился, да. Натуральный газон – то, с чем непосредственно имеет дело Виктор Цулукия, самый распространенный вид озеленения городских территорий. Несмотря на то, что мы живем в субтропиках, качественной травы очень мало в городской черте, особенно в парках, считает он. Для озеленения парков необходимо выполнить комплекс работ по использованию зеленых насаждений. Самый главный фактор в этом вопросе, по мнению Виктора, это уход. Зелени нет, потому что уход неправильный. Трава-то растет, а косится неправильно, косилкой, леской косит до самого корня. Дать ему возможность выйти, подняться 5-6 сантиметров, потом косить уже с травосборником, правильной косилкой. И будет зелень. Не, ну подсев, где-то подсев можно сделать, но трава надо, местная трава тоже поднимается хорошо. Она крепкая, чем то, что засеять. А это вообще крепкая трава. Просто ему дать возможность подняться, а потом уже косить на уровне 3 сантиметров. Здесь ничего нету, здесь один сорняк сейчас. Неделю назад она была зеленая. Ну где она? Все зелень убрали. Теперь уже через 20 дней, наверное, придут. Опять то же самое будет. А красоты-то нету. Все убрали, выкинули. Тем более в парке Славы. А возможно это вообще зеленить? Конечно, можно восстановить. Для этого нужна техника первым долгом. Первым долгом техника. И в таких местах даже можно и маленькие поливочные поставить. И в больших городах везде стоят. Но здесь, я думаю, и без полива трава-то растет. Только правильно покос нужен. Я бы хотел, конечно, полностью озеленить город, чтобы у нас зеленый было. Много цветов было. Много, как говорится, фруктовых деревьев посадить. Мандарины, апельсины, там, лимоны пусть будут. Такие кустарники делаются из чая, чайными.
А самшит это очень дорогой, во-первых, и долго растет. А чай стричь красиво, и другой вид тоже. А вот Почему бы не сделать вишневую там аллею, там, когда вишня цветет? Красиво же. Здесь можно мандарины. Они цветут, пахнущие. Можно сажать. это те мандарины, которые мы привыкли видеть? Да, есть карликовые же, есть карликовые. Они не высоко растут, зато вечно зеленые и плодоносные. Так что розы надо, видите, цветов мало. Тем более в парке Славы. Цветы нужны, побольше цветов. Розы больше. Много растет. У нас и зимой цветет. Все. Да. Уже отжили свое. Рядом сажать надо уже молодые деревья, которые уже в будущем зеленять будет город. Когда трава зеленая, это другой вид дает сразу. Есть местами вообще все, нету травы. Например? Набережные большие, эти эвкалипты стоят там, и где фонтаны. В многих местах все голое. В торговых центрах, вот где магазины, допустим, там девочки стараются что-то посадить, там розы, там, но опять-таки травы нету, там красоты нету, просто разнообразие, все. Так вот профессионально сделать красиво, чтобы хозяйство, оно уже знало, что делать. Пришли, они скосили месяц, там 2 раза, травка растет, зеленая, и не давать высоко поднимать травы. По вопросу натуральных газонов Виктор Цулуке уже встречался с представителями руководства администрации столицы, в ходе которого он объяснил свое видение решения проблемы. Пока это, конечно, идея, воплотится ли она в жизнь, покажет будущее. А пока Виктор решил вернуться к своей основной тренерской деятельности. Я вообще-то тренер по футболу, но по полям занимаюсь. Просто вынужден был, дети учились в Москве, и начал заниматься полями. Хотелось, конечно, это первое, что наши поля, чтобы были хорошими. Ну а вы вообще интересуетесь своими работами, что там сейчас с ними стало в Казани? Ну да, я смотрел. Вы были, когда последний раз были? Я смотрел сочинское, они вообще испортили там все. Фишт, правда, давно не смотрел, не видел. А так сочинское 2 поля, там уже нету такого хода, нет уже. Это поле каждодневный труд. День-два уйдешь на выходные, поле пропадет. Ну, Я работаю без выходных. это значит, надо любить так. Да, профессию. любить и знать, что делать с ним. Можно научить молодежь. Есть, опять-таки, надо показать, как делать, что делать и с чем его делать. Техника и все остальное иметь. Тогда у нас будет еще красивее город. Еще один проект, над которым работает Виктор Цулуке со своими единомышленниками, это восстановление футбольного поля АГУ. Там уже проделана определенная работа, но в детали он не стал вдаваться, зато обещал пригласить на открытие. И, как говорит Виктор, важно само действие. Мы должны творить добрые дела, но если мы ничего не сделаем, результатов не будет вообще. По такому принципу живет и работает он сам.